сегодня мы должны ознакомиться с документацией. Если будут вопросы к сокамерникам, к ним, но вчера мы тоже их уже опросили. А сегодня на данной стадии мы должны будем ознакомиться с инструкциями и с решениями, почему последний погибший, умерший был переведен в эти камеры за 2 дня до изменения санкций. И по Казахпаеву тоже есть вопросы документирования правильного и своевременного. И вот сегодня мы должны ознакомиться с документами. Ага, такой вопрос. Идиль Байсалов сказал, что в принципе лично он исключает то, что в отношении Бакыта Асанбаева было какое-либо влияние, вмешательство извне, что это все-таки самоубийство. Ваше мнение на этот счет предварительно есть какое-то? Во-первых, самоубийство и от чего умер, должны судмедэксперты уточнить, вынести свое заключение. Во-вторых, да, мы видели камеру, видеозаписи, просили сокамерников и так далее, но перед днем смерти умерший разговаривал со следователем, и при разговоре со следователем адвокат не присутствовал. Поэтому сегодня должны еще и следователя, кстати, привести, чтобы мы его опросили. Вопросы к следователю есть. И вопросы есть к тому, что почему его перевели в эту камеру. Потому что в той камере, где он ранее находился долгое время, там возможности каких-либо телодвижений даже нету. А в этой камере, конечно, условия другие. И большой вопрос, конечно, к условиям содержания. Почему в камере удлинитель и все остальные возможные средства для того, чтобы с человеком могло что-то случиться. Поэтому до того, пока мы не исследуем все материалы, не опросим всех, кто имеет к этому вопросу отношение, говорить, я думаю, это преждевременно и неверно. Что говорит семья? Можно? Семья, может, у них, я думаю, сами спросить. Иди. Здрасте. Это вы супруга Бакыта, да? Она вот отказывается. Вы брат? Ну вот они пока отказываются говорить. Вы с ними постоянно находитесь на связи, да? Да, и, конечно, было первое требование наше, чтобы близкие увидели, видеозаписи. Но это по банкиру, а вот по Марату Казахпаеву, к сожалению, вопросов больше, потому что он долгое время находился, и вот как омбудсмен я ставлю вопрос, насколько он имел доступ к медицинскому осмотру, а во-вторых, кто принимает решение, что человек с этим состоянием здоровья может находиться дальше в СИЗО. Сейчас такой же вопрос стоит по Фариду Ниязову, потому что у человека состояние сложное, медики дают заключение, что болеет в тяжелом состоянии. Конечно, вопрос сейчас, кто должен решать вопрос, может человек находиться в закрытом учреждении или не может, потому что мы вчера тоже посетили, увидели, очень сложно даже дышать. А вопрос еще такой, кто входит в состав комиссии, кто по президентской, то есть вы комиссии, вице-премьер, он руководитель, потом сотрудник аппарата президента, потом директор Национального центра по предупреждению пыток, я омбудсмен, и супруга Марата Казахпаева, и родственники, 3 родственников Бакыта Асанбекова. Ага, понятно. Спасибо большое. Толикан Исмаилович. Толикан Исмаилович. Позвать ее.